В феврале следующего года в Петропавловске-Камчатском пройдет региональный этап 7-й зимней спартакиады учащихся России. Там в соревнованиях по биатлону выступят 10 якутян. Наш корреспондент Александр Лысак побывал в Алданском центре подготовки лыжников, где тренируются спортсмены к предстоящему старту. До регионального этапа 7-й зимней спартакиады учащихся России еще 2 месяца, а подготовка молодых биатлонистов уже идет полным ходом. Сначала пристрелка, затем дуэльная стрельба, чтобы создать имитацию соревнований. Якутию на спартакиаде представят 10 спортсменов, 5 парней и 5 девушек. В тренерском штабе считают, что у ребят есть все шансы завоевать медали. Перспективная молодежь есть над чем работать, как говорится. Ну, есть ребята хорошие, мальчишки, девчонки. Я надеюсь на хороший результат. Примет участие в спартакиаде Николай Чуфистов. Сказать, что парень способный, значит ничего не сказать, но он талантлив. После первых 4 месяцев тренировок Коля поехал в Санкт-Петербург на всероссийские соревнования по биатлону, где сенсационно завоевал бронзу. Честно, я не рассчитывал, просто бежал. И со стрельбой хорошо получилось у меня, поэтому я занял 3-е место. Одна из главных составляющих успешной подготовки спортсменов – это оснащение. Одних пневматических винтовок в Алданском центре подготовки лыжников 30 штук. И в ближайшее время будут закуплены еще 10 винтовок, но уже малокалиберных. Малокалиберное оружие, уже, скажем, боевое оружие, которое пользуется в биатлоне, с 50 метров стреляют. И, конечно, разница в цене, скажем, ну и разрешительной системе очень много документов. Но винтовки надо где-то хранить. Для этого в центре оборудована специальная оружейная. Здесь за большой железной дверью в маленькой комнате все отвечает требованиям безопасности. Установлены датчики движения, видеокамера, сигнализация, обрешетка на стенах. Есть даже специальные сейфы, где хранятся винтовки для биатлона. Кроме того, для биатлонистов обустроены специальный тир и огромное стрельбище. В общем, для спортсменов есть все необходимое. И до спартакиады ребятам предстоит еще множество тренировочных часов, чтобы набрать оптимальную спортивную форму. Ведь именно от упорных тренировок и созданных условий будет зависеть, как выступят наши молодые биатлонисты. Александр Лысак, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Алданский район.